В любое время, наверное, нужно находить в себе возможность для того, чтобы созидать. А, Кому-то в поле, кому-то в школе, кому-то в саду. В моем саду, в моем метафоричном саду много деревьев, персиков, инжиров и роз, потому что это для меня как главные символы образа Крыма. Я пытаюсь писать книги, я пытаюсь создавать литературу. Все, что в нее входит, это и пьесы, это и протоколирование воспоминаний наших некоторых, как мне кажется, выдающихся деятелей культуры и искусства. Пытаюсь работать в рамках современного литературоведения. Это тоже мой сад, это тоже мои деревья. И не забываю, что начинал-то я как художник. Мама рассказывала, что когда нужно было успокоить маленького Шевкета, она давала карандаши, фломастеры, бумагу, и никаких проблем с маленьким Шевкетом уже не существовало. Я действительно, сколько себя помню, я всегда рисовал. Вот эта мысль, что я иду поступать на дизайнера, и как я пришел к этой идее, я не могу вспомнить вот при всем своем желании. Почему я благодарен за это свое неизвестно почему принятое решение, потому что я встретился со своим педагогом, Зинченко Анастасией Михайловной. Я буквально прописался в ее мастерской и бесконечно писал все эти натюрморты, всевозможные эти гипсовые слепки и все, через что проходит художник академической школы. Но даже не это я ценю выше, эту академическую базу, которую мне дал мой учитель, а умение видеть искусство вокруг себя. Я всегда делал акцент на то, что я не хочу писать Крым, как принято говорить, уходящий. Крым нужно писать таким, какой он выпал тебе в твое время, потому что когда пройдет 100 лет, исследователям будет интересно посмотреть не те картины, как мы представляли себе Крым уходящий, а Крым 2020 года, 2015 года, 2010 года. Но я продолжаю писать и продолжаю не только создавать картины, мне сейчас гораздо больше нравится создавать, работать в жанре инсталляций и нравится курировать выставку, курировать выставочные проекты. Мне нравится приглашать нескольких близких мне по духу людей, чьи творческие мысли совпадают с моим взглядом на творческие представления. И вместе с ними сообща отбирать некоторое количество произведений искусства для того, чтобы из них сделать одно цельное произведение искусства. И этому посвящено, наверное, последние лет 7 моей кураторской деятельности. Учиться постоянно, наверное, это свойство современного человека. Поэтому я продолжаю все время учиться. У Чехова был этот образ вечного студента, и я не могу сказать, что мне очень нравится этот образ. Но, видимо, процесс получения знаний – это стиль моей жизни. Поэтому после университета у меня был другой университет. У меня была куча курсов, связанных с литературным, писательским мастерством, со сценарным мастерством. Я помню своего преподавателя Москаленко Наталью Александровну, которая редактировала мои первые рассказы, в которой находила время для того, чтобы их со мной обсудить. И после этого
наверное, какая-то уверенность в том, чем ты хочешь заниматься еще, помимо картин, тоже появилась и привела к тому, что в 2017 году, в 2013 году вышла первая книга. И с тех пор я не сошел с этого пути. Это был роман «Любовь, ненависть, деньги». Я изначально знал, что я буду писать про любовь, про ненависть и про деньги, и как они влияют на жизнь человека, а потом уже родился сюжет, как совместить два исторических периода, дореволюционную Россию и современный американский город, и как точка пересечения сделать Париж в наши дни. Придумывая этот роман, тоже с позиции сегодняшнего дня, я понимаю, что я, как крымско-татарский автор, крымско-татарский писатель с крымско-татарской фамилией и отчеством и именем, совершенно нигде не проявился именно вот как крымский татарин, вот в этой книге. И не проявлялся довольно долго и во второй книге. Я понял, что вот этот вот процесс, когда ты приходишь к самоидентификации, когда ты разбираешься с тем, что национальное в тебе есть, этот процесс требует некоторого времени. Сегодня я не просто говорю, что я крымско-татарский писатель, я могу сказать, что я пишу на крымско-татарскую тему. Я транслирую нашу крымско-татарскую культуру не на материнском для себя языке, для того, чтобы не крымские татары что-то узнали про себя, хотя мне кажется, что они что-то могут узнать про себя, прочитав то, чем я занимаюсь, а в первую очередь народы, которые окружают крымских татар. Когда, Рустем, столько людей поубивали, сколько еще погибнет? Рустем подходит к Зере, целует руки. Рустем, все закончится. Скоро, совсем скоро. Каждому новому поколению нужно открывать писателей заново. И вот этой деятельности, наверное, в некотором роде посвящено мое время сегодня. В 2019 году, когда готовилась выставка, посвященная 75-летию выселения крымско-татарского народа из Крыма, для меня подобрали книжный ряд, где были представлены художественные и нехудожественные книги на эту тему. И я обратил внимание именно на книгу с названием «Последний шанс» незнакомого мне автора Эмиля Амита. С этой книгой я поехал домой, и я был потрясен тем, что чуть не проехал свою станцию. Поступив в университет, Московский городской педагогический университет, на вопрос куратора магистерской программы, чему будет посвящена ваша выпускная квалификационная работа, я понял, что вот появилась возможность рассказывать о крымско-татарской литературе. И пусть эта крымско-татарская литература написана на русском языке, но она от начала до конца про нас с вами. И в итоге родилась книга, которая называется «Эмиль Амит на фоне 20 века». Ей предшествовала не только выпускная квалификационная работа, но и публикация научных статей в самых важных журналах, научных журналах Москвы, где сначала Эмиль Амит шел под грифом «Забытые писатели». Но сегодня и в Москве, и в Крыму, мне кажется, с уверенностью можно говорить, что этот писатель не забыт, он заново открыт, и о счастье его читают. Я родился в Черчаке, но моя семья, часть моей семьи родилась и происходит из Саватки, деревни Саватка, Балаклавский район. Часть моей семьи – это деревня Отархой, Бахчисарайский район. Мне было то ли 7, то ли 8 лет, когда мы сюда переехали. И весь ход моих мыслей, мои настроения, мои взгляды на жизнь, на людей, оно формировалось здесь. То, что касается ощущения Крыма в себе, мне открылось после того, как я начал учиться в Москве. Чем дальше ты находишься от Крыма, тем острее это желание вернуться сюда. Нельзя любить родину с закрытыми глазами. Иначе ты не поймешь, что нужно сделать, чтобы в родине и тебе в ней на родной земле жилось лучше, чем какое-то время назад.
что я знаю свои недостатки, я знаю недостатки людей, которые меня окружают, и недостатки моей родины. Но я ее люблю такой, какая она есть, надеясь своей работой, может быть, некоторые вещи исправить в лучшую сторону.